Zaman hayır olsun saygılı kursu sesleyen insanlar, gençler, büyükler, Gagavuzlar, Bulgarlar, Moldovanlar. Hepsi kim sesler bizi, hepsinizi selamlayarım. Bugün sizinle 15. üretimiz var. Artık 5. üniteye geçtik. Bugün sizinle saatleri öğreneceğiz. Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами будем учить, как правильно отвечать, сколько время, во сколько придешь и так далее. Короче, все связано с временем, с часами. Başlayalım mı? Başlayalım. Saat, часы. Saat, часы. Küçükten büyüğe kadar sıralayın. Друзья, вот тут есть промежутки времени, они разные. Мы с малого на большой ставим цифры. Самый маленький что у нас? Самая секунда, да? Секунд. Поняли, да, меня потом? Минут и так далее. Я сейчас читаю вам на гагаузском, а вы ставите цифры. Ай, месяц. Saat, часы, час. Yıl, год. Секунда. Минута. Gün, день. Hafta, неделя. Dönem, период. Смотрим, что у нас дальше. Окlan, saatleri gösterin. Стрелками укажите на часы. Вот тут написаны часы, а тут мы видим, да, друзья? Окlan gösteriyoruz dostlar. Saat 9. Находим 9 и стрелкой показываем. Меня поняли, да? Yarım 3'e. 3. 3. Yarım 3'e. Пол третьего. 5 минут 6'ya. 5 минут 6'я. 5 минут 6. Друзья, мы сейчас эту тему с вами будем учить. Просто сейчас напишите, отметьте стрелками. Saat 2. Saat 2. Вот, да? Saat 2. Saat 12. Saat 12. Друзья, часы, как и в русском языке, можем сказать, что часы точно, значит, в гагаузском точно так же, как и в русском языке. Возможно, когда-то гагаузы сделали кальку. Я прошу прощения. Возможно, гагаузы когда-то сделали кальку, то есть перевели прямо прямым переводом. Обратите внимание, без 5, 6, 6 минут сус, 5 минут сус 6, да, получается. Или вот в этом случае 5 минут 6'я, 5 минут 6'го. Точно прямой перевод. Так что не думаю, что вам будет несложно. Значит, если будет без, то значит минут суз получится, да? 15 минут суз 5, без 15 5, да? Или будет, если 5 минут 6, то будет 5 минут 6'я. Видите, аффикс я. 6'я. 6'го. Идемте дальше. Okuyalım, читаем. Saati var mı? Nasıl söyleyesiniz? Вот так мы можем спросить, сколько время. Можете ли вы сказать, сколько время, если перевести дословно? Saati var mı? Nasıl söyleyesiniz? Saat 10 minutsuz 2. Saat 10 minutsuz 2. Без, вот он без. Sus, да, вот он без. Sus. Без. Значит, без 10 минут, вот он, без 10 минут, вот он без 10 минут, да, без 10 минут 2, без 10 минут 2, saat, значит, слово идет вперед при ответе, saat
10 minutsuz 2. Saat 10 minutsuz 2. То есть время без 10 2. Идемте дальше. Вопрос. Saat kaç? Saat kaç? Saat 20 minut 6'ya. Saat 20 минут 6'я. Вот аффикс я, да? Значит, 20 минут 6-го. Ого, вот оно, да? Я. Saat 20 минут 6'я. Вот здесь напишите, друзья. Нет, здесь ничего не нужно писать. Сейчас еще дальше смотрим. Senin урон kaçta biter? Вот, пожалуйста. Мы знаем, что такое kaç, да? Сколько? Во сколько? Kaçta? И вот еще аффикс те в ответе. Видите, что в вопросе? Какой аффикс? В вопросе почти тот же аффикс повторяется и в ответе. Saat 3'te. Или, например, скажем, saat 9'da. 9'da. Ya da, скажем, saat 6'da. Видите? Kaçta? 3'te, 5'te, 6'da. Это, значит, это или зависит от гармонии гласных, да? Если в слове мягкое, то в аффиксе тоже будет мягкий вокал. Идемте дальше. Запишите. Musafirlerin saat kaçta gelir? Musafirlerin saat kaçta gelir? Saat 7'den sonra. После 7 часов. После 7. Musafirlerin во сколько приходят твои гости. Откуда знаем, что твои? Musafir гость, musafirler гости и аффикс ин. Senin musafirlerin. Вспомнили, да, друзья? Senin musafirlerin saat kaçta gelir? Senin мы не используем, потому что тут в этом аффиксе ин становится понятно, что речь идет о senin, о твоих гостях. Saat 7'den sonra. Saat 7'den sonra. После 7 часов. Дальше. İşten saat kaçta çıkarsın? İşten saat kaçta çıkarsın? Yarım 6'ya. Cevap. Yarım 6'ya. Во сколько выходишь с работы? Ищ, работа. İşten с работы. Kaç, сколько, kaçta, во сколько. Çıkarsın. Корень слова чик заканчивается на консон. Поэтому пишется одна Вспомнили, да, глаголы? İşten saat kaçta çıkarsın? Yarım 6'ya. Пол 6. Половина 6. Вспомнили и другие темы, да? Тут придется, наверное, Нет, читаем. Günde kaç saat işlersin? 9. В день сколько часов работаешь? 9. Друзья, işlersin. Основа işle. То есть одна у нас тут остается, и одна дописывается в аффиксе, да, аффикс И işlersin, син является аффиксом, да? Син является аффиксом. Sen kaç saat işlersin? Sen и син, да? Это местоимение, да? Личное место, аффикс личного местоимения. 9. 9 часов работает человек, значит, да? Посмотрим дальше. Kaçta buluşarsınız? Kaçta buluşarsınız? Во сколько встречаетесь вы, да, друзья? Булуш, корень, значит, корень глагола, основа глагола. Аффикс Вспомнили еще раз. Если глагол заканчивается, основа глагола заканчивается на консон, то у нас только один появляется, да?
buluşursınız. Siz buluşursınız. Значит, это аффикс личного местоимения, да? Сись второго лица множественного числа. Buluşursınız. Kaçta? Во сколько встречаетесь? И ответ. Akşamleyin saat 7'de. Akşamleyin saat 7'de. Вечером в 7 часов. Вечером в 7 часов. И вот такой вопрос. Уже вы ответите. Вот здесь. Şimdi saat kaç? Посмотрите на время и напишите. Şimdi saat kaç? Напишите не цифрами, а буквами. Saat kaçta kalkarsınız? Во сколько вы встаете? Тоже напишите в ответе. Saat kaçta kalkarsınız? Надеюсь, все понятно. Идемте дальше. Aşağıdaki saatleri yazalım. 11:00, 11:00. Saat 11. Пишем, да? Saat 11. Вспомним, как пишется числа. 11 пишется вместе, да? 14, 15. 14, 15. Saat пишем впереди, да? Saat 15 minut 3'e. 15 минут 3'e. И так далее, друзья. Пожалуйста, если не знаете цифры, посмотрите, мы где-то на 3-м или на 4-м уроке проходили цифры, или на 2-м уроке. Посмотрите и, значит, повторите, друзья. Идемте дальше. Aşağıdaki boşlukları doldurun. Заполните пустые места. Телевизияда haberler. Буква должна быть, да? Сейчас мы ее допишем. Haberler. Сейчас найдем одну и copy-paste. Сделаем. Вот она А вы подправьте у себя, пожалуйста. Haberler. Вот так вот. Haberler говорят Вулканежский район, да? Но за основой принят, значит, за основу литературного языка принят центральный диалект, поэтому haberler пишем, да? Телевизия, да? Haberler başlar. Saat 19:00. 7'de пишем. 7 плюс аффикс de, да, друзья? 7'de. Kaçta? Посмотрите, обратите внимание на вопрос. Kaçta? И мы пишем 7'de. В 7. Во сколько? В 7 часов, да? Kaçta? 7'de. Kaç? Корень вопроса. Kaç? Телевизия haberler başlar. Saat 7'de. Написали, да? Дальше. Автобуса пинерим. Пишем сюда saat. Или не нужно писать saat. 20 minut 9'a автобуса пинерим. 20 minut 9'a 8:20. 20 minut 9'a автобуса пинерим. Toplantı 13:30. Полвторого. Yarım 2'ye biter. Топлантı yarım 2'ye biter. Опять же, обратите внимание на, значит, глагол. Бить заканчивается на консон, поэтому у нас тут только, значит, аффикс настоящего времени, только одна одна Biter. Toplantı yarım 2'ye biter. Написали? Yarım 2'ye, да, друзья? 2'ye. 2'ye как пишем? 2'ye. Вот она. 2'ye. Yarım 2'ye biter. 2'ye. Yarım 2'ye biter. Дальше. Seni üniversitede beklerler. Seni
15 minutsuz 11'de üniversitede beklerler. Seni 15 minutsuz без 15 15 minutsuz 11'de üniversitede beklerler. Seni 15 minutsuz 11'de üniversitede beklerler. Все понятно? Надеюсь, все понятно, все понимаем. Идемте дальше, посмотрим. Посмотрим дальше, друзья. Aşağıdaki cümleleri örneklerindeki gibi tamamlayın. Tamamlayalım. Aşağıdaki, друзья, тут aşağıdaki, подправьте, пожалуйста, я не успела все это, не заметила. Aşağıdaki cümleleri örneklerdeki gibi tamamlayın. Tamamlayalım. Saat 2'de oraya gelirim. 2'de, аффикс «де», да, друзья? Saat 2'de oraya gelirim. В 2 часа я иду туда. Sevda sabah 8:30. Друзья, это, по-моему, не то я вам посылала, да? Этого у вас нет, наверное. Или оно у вас есть? Оно у вас есть, но я его вычеркнула отсюда. Оставьте его, друзья, потому что я тут у себя не... Значит, оно вам пошло неверно. Boşlukları uygun kelimelerle dolduralım. Boşlukları uygun laflarla dolduralım. Boşlukları uygun laflarla dolduralım. Подправьте, друзья. 60 секунд 1 minut. 60 секунд барабар 1 минута, да? Вот это барабар, знак равный. Я да denk, можем сказать denk. Равный, denk. Значит, они равны, да? 60 sekund, 60 minut, 1 saatla denk. 21 saat, 24 saat, 1 gün. Denk bunlar ikisi oluyor. 7 gün, 1 hafta, 3 ay, 1 dönem, 12 ay, 1 yıl da. 12 ay, 1 yıl. Soruşlara cevap ver. Doğma günün ne zaman? Вот здесь напишите, друзья. Doğma günün ne zaman? Когда твой, да? Senin günün. Когда твой день рождения? Когда твой день рождения? Как начинаем ответ, друзья? Вот отсюда начинаем. Doğma günüm, да? Benim günüm, да? Doğma günüm. Noyabrinin 22'si ya da Gagavuzca yazsak Kasım'ın 22'si. Kasım'ın 22'si. 1900 что там? 92. Yıl. Например, да? Dальше. Hangi günler üniversitede gitmeyersin? Hangi günler üniversitede gitmeyersin? Hangi günler üniversitede gitmeyersin? Как начинаем? Вот отсюда начинаем. Это у нас вопрос, да? Вот это вопрос, часть вопроса. А тут отсюда начинаем предложение. Üniversitede gitmeyerim. Üniversitede gitmeyerim. Salı günü. Вторник, например. Нет уроков, если. Üniversitede gitmeyerim. Salı günü.
или Perşembe günü. Perşembe günü. Gitmeyelim üniversitede, можно сказать, да? Sabah kalktıktan sonra ne yaparsın? Sabah kalktıktan sonra ne yaparsın? Что делаешь после того, как встаешь, да? Kalktıktan sonra ne yaparsın? Помните, мы учили с вами глаголы. Suratımı yıkayarım, dişlerimi fırçalayarım, sabah yemesini yerim, çantamı alırım da işe giderim. Можно, да? Так написать. Думаю, вы это можете писать. Ne zamandan beri Türkiye'deysin? Ne zamandan beri Türkiye'deysin? С каких времен, сколько времени, с каких пор ты в Турции? Сколько времени ты в Турции? Например, 5 gün, 10 gün, bir aydır Türkiye'deyim. 5 gündür Türkiye'deyim, можно сказать, да? Bir haftadır Türkiye'deyim. Неделя, как я в Турции, да? Неделя, как я в Турции. Можем использовать аффикс-дыр, дир, дур-дюр. В данном случае 5 gündür Türkiye'deyim. Kaç saattir uyumarsın? Сколько часов ты не спишь? Kaç saattir uyumarsın? 15 saattir. Например, 15 часов не сплю, да? Сколько часов ты не спишь? Сколько часов ты уже не спишь? Kaç saattir uyumarsın? Ne zaman dinlenmeye gidersin? Когда едешь отдыхать? Не zaman, когда dinlenmeye отдыхать gidersin. Идешь. Отправляешься. Ne zaman dinlenmeye gidersin? Bir hafta sonra dinlenmeye giderim dinlenmeye. Bir hafta sonra. Можем сказать. Bir hafta sonra. Через неделю. Sonra, через. Sonra, bir hafta sonra dinlenmeye giderim. И дальше. Saat kaçta öğlen ekmeğini yersin? Во сколько? Вот она во сколько. Saat kaçta öğlen ekmeğini yersin? Ты, вот она ты, да? Во сколько ты обедаешь? Во сколько ты обедаешь? Öğlen ekmeği, обед. Во сколько ты обедаешь? Можем сразу сказать ben, я, да? Ben saat 1'de öğlen ekmeğini yerim. Yersin. Во сколько кушаешь? И ты говоришь кушаю. Yerim. Ben yerim. Saat kaçta öğlen ekmeğini yersin? Ben saat 1'de, вот вместо этого 1'de пишем, да? 1'de öğlen ekmeğini yerim. Дальше. Şimdi saat kaç? Посмотрите на время, напишите. Şimdi saat kaç? И последний вопрос. Hangi günler kursa gidersin? Hangi günler kursa gidersin? В какие дни ты, вот он сюда, ты идешь на курсы. В какие дни ты идешь на курсы? Напишите. Cuma günü giderim. Пятницу, да? Пазар günü giderim. Воскресенье. Вспомним, да, друзья, дни недели. Давайте вспомним. Pazartesi. Понедельник. Salı. Вторник. Çarşamba. Среда. Perşembe. Четверг. Cuma. Пятница. Cumartesi. Суббота. Pazar. Воскресенье. Pazartesi. Salı. Çarşamba. Perşembe. Cuma. Cumartesi. Pazar.
Надеюсь, запомнили. А если кто не знает, молодежь не знает, прошу записать и выучить. Идемте дальше. Yeni yıl ne zaman? Yeni yıl ne zaman? Когда Новый год? Напишите yeni yıl ne zaman? Напишите. Mayda hangi yortular var? Какие праздники есть в мае месяце? Майда. Майда hangi какие yortular var? Yortu праздник, yortular праздники, да? Майда Хедерлез var, да, друзья? Майда Хедерлез yortusu var можем написать, да? В принципе, у нас много, но мы самые яркие праздники можем отметить. А если кто знает в мае другие праздники, пожалуйста, через запятую можете дописать. Дальше. Kasım yortusu ne zaman? Когда праздник Касым, который в Гагаузии делают, да? Значит, Касым праздник, конечно, в Касым месяце, да? В ноябре, ноябрь по-гагаузски Касым. Значит, не zaman Kasım yortusu. Kasım yortusu Kasım ayında. Kasım yortusu Kasım'da. Или же Kasım ayında. В месяц Kasım, да? Хорошо, посмотрим новые слова. Прочитаем тексты, слушаем внимательно. Yortular hem festivaller. Yortular hem festivaller. Hederles. Türk dünyasında her yıl insanlar Hederlezi, я прошу прощения в этот раз, очень даже не обратила внимания, было очень много дел. Hederlezi geçirirler. Mayın 6'sında insanlar büyük bir kutlama yaparlar. В тюркском мире, Türk dünyasında, в тюркском mире, каждый год, her yıl, каждый год, люди празднуют Хедерлес. 6 мая люди делают большое торжество, то есть большой praздник. İnsanlar o gece ateş yakarlar, üstünden atlayarlar, kurban keserler, koyunları çobana verirler. Люди в ту ночь зажигают костры, прыгают через них. Atlamak, прыгать, да? Жертвы приносят, курбан, жертва. Режут, то есть овец, да? Режут барана, барашек режут. Курбан keserler, приносят жертву, да? Koyunları çobana verirler. Дают, значит, своих овец чебану, то есть дают овец чебану. Çobana, kime çobana, помните, да? Кому чебану, kime çobana verirler, дают. Люди, да? Поэтому множественное число insanlar verirler. Böyle insanlar düşünürler, hani yeni yılda sağlıklı olacaklar, bereket olacak. Таким образом, люди думают, что в новом году будут здоровыми и будет урожай. И будет урожай. Я читаю еще раз текст, друзья, а вы внимательно слушайте.
И старайтесь все понять. Türk dünyasında her yıl insanlar Hederlez'i geçirirler. Mayın 6'sında insanlar büyük bir kutlama yaparlar, kutlama торжество. İnsanlar o gece ateş yakarlar, üstünden atlarlar, kurban keserler, koyunları çobana verirler. Böyle insanlar, сюда, наверное, должна быть запятая, böyle insanlar düşünürler, hani yeni yılda sağlıklı olacaklar, bereket olacak. Это по тюркскому миру, значит, да? В тюркском мире что делается, да? Прыгает через костер и так далее. Это не только у гагаузов, но и во всем тюркском празднуется мире, да? Love Sunday. Посмотрим Love Sunday. Что тут у нас? Повторяем или же новые для вас будут эти глаголы. Evlenme, жениться или выходить замуж. Evlenme. В корне слова есть слово ev, да, дом. То есть обзавестись домом, семьей. Evlenme. Kutlama. Праздновать, торжествовать, праздновать. Кутла. Празднуй, да? Karanlanma. Темнеть, чернеть. О погоде может быть. О погоде. Karanlanma. Hava karanlandı. Yakma, жечь. Yakma, жечь. Паклама, чистить, убирать. Чистить, убирать. Seçme, выбирать. Выбирать, отбирать. Суклама, воспалиться, заболеть, да? Суклама, воспалиться, получить воспаление. Простыть, суклама. Doyurma, кормить. Satın alma, купить. Корума, хранить, беречь. Друзья, в центральном диалекте в основном два «о» при чтении и иногда с ошибкой пишут корума. Пишем с одним «о». Корума. Волконежский район не тянет, но центральный диалект корума, кору говорят. Но мы пишем его с одним «о». Корума. Сеслеме, слушать. Сесиргенме, прислушиваться. Сесиргенме. Слушать вот кто-то, если говорит, а мы слушаем. А сесиргенме, кто-то говорит, а мы прислушиваемся. То есть, может, даже молчим даже еще есть такое значение. Сесиргенме, молчать, слушать и молчать. То есть, подслушивать тоже можно сказать. Дальше. Sürme, пахать. Качынма, качынма, сейчас скажу. Заботиться о чем-то, что-то делать, спохватившись, качынма. Есть там слово, сейчас нужно найти его. Качынма. Качынма. Заботиться, чтобы у кого-то что-то было быстро. Качынма. Дальше. Каршлама, где мы? Качынма. Топлама, собирать. Касма. Касма, друзья, касма, напрячь. Напрячь. Даже кас, когда велосипед вводим мы, или же какой-то транспорт, кас, тормозить. Тормозить. Касма, напрячь. Kendini kasma. Kasma, мыяк, тормоз. Мыя, касма.
значит, тормозить. Касма. Дальше. Каршлама встречать. Йоллама отправлять или же проводить. Geçirme проводить. Gecikme опаздывать. Kullanma kullanma воспользоваться, пользоваться. Kullanma. Oynama играть. И еще есть два, значит, прилагательных, нишанlık. Saygılı, уважаемый. Kıymetli, тоже уважаемый. Ценный, можем сказать, да? Ценный, kıymetli. В Вулканежском районе много, используется это слово, вулканежские знают, вулканежский диалект, носители диалекта знают это слово. Kıymetli, ценный, дорогой, уважаемый. Идемте дальше. Тут некоторые слова з буквасынан аз bilinen laflar. Малоизвестные слова с буквой з, начинающие с буквой с. Зымба, дырокол, то есть пустотелый инструмент, которым ставят, значит, дырки на ушах, ставили раньше, на ушах животных, да, зымба. Но мы степлер говорим, вот степлер на гагаузском будет зымба, зымба, степлер, зымба, зымбала, зымбалама, поняли, да? Зырх. Зырх, друзья, зырх – это панцирь, можем сказать, то есть, как сказать, железное такое, кольчуга, зырх. Старое слово, но, друзья, эти слова в нашем словаре есть. Я их не выдумываю, они есть в нашем словаре. Можете посмотреть в наш старый словарь 1973 года, который приготовили Покровская, Гайдарджи и другие наши светила. Пусула. Пусула, друзья, пусула – это, значит, компас, очень интересно. Компас, пусула. Вот у нас, значит, есть такое выражение «кайбетмиш пусулайы». «Кайбетмиш пусулайы» – есть такое выражение. Потерял равновесие, вот так вот, то есть потерял себя, очень даже в плохом состоянии, кайбетмиш пусулайы. Тут уже потерял компас, получается. Пусула – компас, друзья. Дальше. Заобить – начальник. Заобить – начальник. Он, возможно, и, значит, военный, как военный термин, и также как и не военный термин, да? Заобить – начальник. Заметь труд. Замбак. Цветок. Как на русском будет? Замбак. Есть два названия. Гиацинт. А нет, зюмбюль гиацинт. Замбак. Посмотрите, пожалуйста, замбак. Спросите у родителей, они скажут, наверное. Я забыла сейчас, как слово будет, но я вам напишу, в нашей группе дам знать. Замбак. Занат, труд, работа. Зарар, вред. Зарзават, овощи. Заваллы, бедный. Бедный человек. Заваллы, адамчик, да? Заваллы, то есть он состояние такое бедное, да, но он в таком состоянии находится, заваллы, но это не бедный по состоянию, да. Зар, зар это, значит, плева, сейчас скажу, околоплодная плева, да, называется, зар, даже суанда да var зар, у лука тоже есть пленочка такая. Это есть зар на гагаузском языке. Зар. Зап. Запетме. Запрет. Запрещать. Запетме. Остановить какие-то действия. Да?
Зейтин. Зейтун, мы это знаем, маслины. Зындан. Зындан первоначальное значение значит тюрьма, а потом уже приняло значение темнота, да, темный, темнота. Зындан, hava зындан gibi, как зындан. То есть зындан, тюрьма, первоначальное значение. Зюлюф. Зюлюф это локон. И еще бакенбарды у мужчин. Зюлюф у девушек, значит, локоны, которые около ушек, да. И зюлюф это бакенбарды у мужчин. Зюмбюль гиацинт, такой цветок. И зюмрюд это изумруд. Изумруд. Думаю, что вам эти слова проявили у вас какой-то интерес. Вы бы, если в другом месте услышали бы, сказали, что это, возможно, не гагаузское слово, но вот они в наших словарях они есть, и наши старики эти слова знают, мы немного подзабыли, но мы вместе будем, значит, bir yerde bakacağız ki bu lafları biz sizinle unutmayalım. Saygılı dostlarım, sanırım bugün saatler sizin için faydalı oldu. Saatleri bakın, uşacıklarınızı da doğru üredin. Hafta günlerini uşaklarınıza üredin. Saatleri üredin. Uşaklarınızla sık sık kendi dilinizde, savaşın hep kendi dilinizde laf edin. Onlar başka dilleri bilecekler ama bizim dili bilmeden onlar başka dilleri de zor öğrenecekler. Ona göre ilkin uşaklarla ana dilinizde laf edin. Sonra da başka dilleri uşaklarla laf edin ki uşaklar da o dilleri de bilsinler. İnsan ne kadar çok dil bilse o kadar zengindir. Kalın sağlıcakla. Gelen haftaya gene sizinle birlikteyiz. Başka uroklarımıza bakacağız. Kalın sağlıcakla.